Гомель, Лунинец, Лельчицы, Ивье больше не относятся к территориям, загрязненным после Чернобыльской катастрофы. Правительство Беларуси сократило соответствующий перечень сразу на 177 населенных пунктов до 1845. Число жителей, официально проживающих на загрязненных территориях, сократится с 930 до 364 тысяч. Вместе со статусом люди потеряют часть чернобыльских льгот, а предприятия — обязанность нести прежние расходы на радиологический контроль. В обосновании решения власти ссылаются на многолетние обследования, естественный распад радионуклидов и более 500 проб почвы в Гомеле. Убедительны ли эти аргументы, мы прямо сейчас спросим у радиационного химика и ученого Сергея Бессараба. Сергей, здравствуйте. Приветствую, приветствую. Сергей, собственно, давайте начнем с этого вопроса. Насколько вот эти научные данные, на которые на которые аргументы, да, которые приводят, соответственно, власти, принимая это решение, вот, они проводили там различные расследования, показатели, собственно, их убедили, что можно статус с этих территорий снять. Насколько это убедительно? Вы имеете в виду вот эти данные, которые они использовали, Да, пробы, да. э, пробы почв, да? Ну, на самом деле я писал про это, про то, что те механизмы, которые используются, ну, белорусами, они не выдерживают никаких, в принципе, ну, абсолютно никакой критики. Потому что вот это официальное заявление об улучшении обстановки радиационной, они как бы являются, скажем так, они являются образцом так называемой радиоэкологической манипуляции или радиационный гринвошинг, назовем его так, когда все обоснования чиновников базируются не на объективных цифрах периода полураспада, каких-то, например, базовых загрязнителей вроде цезия или стронция, а ведомство рапортует об улучшении ситуации, изменяя на бумаге структуру вот этих доз. Понимаете, как бы. И вот этот их подход, основанный на обследовании через пробы почвы, в современной медицине он считается крайне устаревшим инструментом, поскольку напрочь игнорирует феномен горячих точек и вот эту неравномерность распределения радионуклидов, пятнистость загрязнения. Как бы. Пятнистость загрязнения — это характерное проклятие белорусских земель, когда на одном квадратном метре может быть десяток разных изотопов и разных их активностей. То, что делают власти, это как бы умышленное усреднение уровня загрязнения почвы. Они делают для того, чтобы замаскировать биологическую опасность. Это абсолютное экологическое преступление. Ничего более здесь я не вижу. Можно ли, есть ли у вас версия или гипотеза, почему сейчас они решили, собственно, вот эти 177 населенных пунктов лишить статуса загрязненных территорий? Просто я глубоко в эту тему не погружался, но вот тут поверхностная, не знаю, информация, которая у меня есть, у меня только одна гипотеза рождает. Может быть, чтобы сэкономить бюджетные деньги, это же льготы, опять же, населению, это предприятия, которые несут дополнительные расходы для большего контроля. Мгм. Ну, здесь, кстати, вы абсолютно правы. Я вообще не усматриваю здесь каких-либо других причин, кроме денег. Потому что это огромный пласт населения. Вот эти разные льготы, которые использовались для беременных, для детей, для усиленного питания, это еще инструмент, это протоколы, которые были наработаны во времена Советского Союза. То есть когда академическая махина Советского Союза разрабатывала рекомендации для, э, скажем так, людей, проживающих на территориях с подобным уровнем загрязнения. Независимая Беларусь никаких новых рекомендаций не смогла выработать, не смогла оптимизировать это все. А сейчас оно отменяется. На самом деле, если мы посмотрим похожие, скажем, похожие ситуации с зонами отчуждения огромными и с зонами экологического бедствия, то мы увидим, что затраты именно на реализацию социального контракта государства с населением — это как бы тяжелейшее бремя. Это тяжелейшее бремя. И белорусские власти тут не являются исключением. То есть, скажем так, то, что они пытаются скасовать все эти льготы, это просто попытка заштопать огромные прорехи в бюджете за счет чернобыльских детей. Ничего нового здесь я не вижу. Плюс добавляется еще два таких фактора, может быть, не слишком очевидных.
Во-первых, это так называемое экологическое клеймо для любой продукции, которая выпускается или привозится с зоны отчуждения. Это как бы лесоматериалы, пиломатериалы, агропродукция. На всем этом есть клеймо чернобыльской продукции. Вот. И это очень сильно усложняет, скажем так, трансфер этой продукции и на внутренний рынок, и тем более на внешний. Потому что радиоэкологический контроль, он достаточно медленный. То есть, чтобы вы понимали, сейчас изотопное загрязнение, они как бы перешли с внешнего загрязнения, то есть вот этот вот фон 1980-х годов, который можно было померить классическим бытовым дозиметром, которым сейчас так любят размахивать официальные СМИ, показывая, что Гомель уже безопасен. Этот дозиметр был актуален 10 лет после аварии. Сейчас все изотопы инкорпорировались, и они находятся, скажем так, в толще продуктов, в толще дерева, в воде даже, в конце концов. Для их измерения непригодны бытовые дозиметры. Для измерения этих изотопов, измерения объемной активности нужны специальные спектрометрические приборы, а это очень достаточно редкое оборудование, сами процедуры дорогостоящие, очень длительные. То есть одним махом ликвидируя все это, власти очень сильно упрощают и себе жизнь, и переводят вот эти экономически депрессивные районы и то, что на них производится, переводят в статус экономического актива, легко усвояемого экономического актива, который может легко идти и на внешний, и на внутренний рынок. Вот. И наконец, последнее, как бы снимая, опять же, это радиационное клеймо, они упрощают себе ситуацию, скажем, с обсуждением строительства новых каких-то радиационных объектов, вроде могильника. То есть это как бы, ну, территории условно чистые, они де юре чисты, значит, никаких э, рисков, связанных, например, с радиоактивными аэрозолями, там быть не может. Поэтому, да, это экономически очень выгодно. Ну, а с другой стороны, по чернобыльским программам было же много программ от западных стран различных, от различных фондов. Это сейчас тоже, Да-да-да. получается, Беларусь лишается, соответственно, вот часть территорий, выводя из статуса загрязненных? Ну, эти программы, вы же помните, наверное, истории про детей Чернобыля, про ликвидацию этой программы. И из-за санкционного давления эти все программы были свернуты. Так что они здесь ничего не теряют, власти ничего не теряют. Я думаю, все посчитано. А вообще, есть ли у нас сегодня какие-то реальные данные о ситуации как на вот этих 177 населенных пунктах, так и на тех, которые еще по-прежнему остаются де юре в статусе загрязненных? Насколько там ситуация плохая или улучшается? Ну, знаете, как бы, вот я слышал красивое высказывание про то, что поздравляем, Совет Министров отменил физику. Да, и оно достаточно хорошо иллюстрирует ту ситуацию, которая сейчас сложилась. На самом деле период полураспада того же цезия или стронция, один период полураспада, который прошел там за 30 с чем-то лет, это уменьшило количество выброса, ну, сколько там осталось? Чуть больше 42-43%. То есть все осталось на самом деле. И должно пройти примерно 300 лет, чтобы ситуация с изотопным загрязнением вернулась, скажем, к фоновому уровню. Вот. И здесь крайне мало информации по поводу заболеваемости. И самое интересное, что даже вот недавний ОВОЗ по оценке экологических рисков строящихся проектного могильника, там оценена медицинская ситуация медико-эпидемиологическая, и там указано, что все рост заболеваемости, а рост заболеваемости там как бы достаточно силен, достаточно высок и по сердечно-сосудистым заболеваниям, и по заболеваниям детей, и по заболеваниям органов зрения. Это все связывается со старением населения. И в этом плане как бы и сейчас при оценке, то есть когда чиновники высказывают доводы, почему нужно было отменять вот эту, фактически отменять Чернобыльскую зону отчуждения, потому что все заболевания, они связаны со старением населения. Это уникальная, такая удобный для них рычаг. Как бы. Хотя
Мы все понимаем, что ликвидация социального буфера, то есть вот отмена этого детского питания, целевых дотаций, я просто называю это акт государственного социального каннибализма. Понимаете? Такой ход, он неизбежно отбрасывает местное население к стихийному какому-то самообеспечению. Это значит, будут использоваться радиоактивные грибы и ягоды, которые постоянно фиксируются, и незаметно уменьшение их количества. Будет использоваться радиоактивный лес. То есть сегодняшние действия властей – это бомба замедленного действия, которая через 10-15 лет, как бы, на мой взгляд, спровоцирует колоссальный медико-демографический кризис. И хуже всего то, что те же онкологические эффекты у пострадавших, они не будут фиксироваться в эпидембазах, потому что не будут фиксироваться как в эпидемиологических базах как последствия техногенного облучения, потому что сегодня, благодаря этому указу, радиационное загрязнение у этих территорий уже не существует. Понимаете, как бы? И неважно, какие цифры сейчас выдают власти, и будут их выдавать потом, потому что весь рост заболеваемости будет все сильнее и сильнее списываться на старение. Вот. Получается, что специальная медицинская защита людям сейчас не гарантирована, и уже не гарантирована, и гарантирована никогда не будет. То есть уникальная особенность текущей ситуации в том, что расплата за этот ползучий экоцид, она отсрочена и ударит по жителям тогда, когда преступники, те, кто сегодня подписывал этот указ о снятии радиационного статуса, они уже физически не будут нести никакой ответственности, понимаете? А будут тихо и спокойно доживать свои дни на министерской пенсии, как вот этот чернобыльский палач Слюньков. То есть для нации, которая не помнит уроков истории, эти уроки постоянно повторяются. И сейчас это очень, мне кажется, очень такая трагичная аллюзия к Да, истории чернобыльца. да, вот это действительно очень важно, что вот здесь и сейчас мгновенные последствия, это вот история с льготами, да, это то, что люди почувствуют, скажем так, на своих кошельках, и вот прям вот мгновенно. А вообще-то история будет долгоиграющая, и, как вы сказали, Она будет долгой, да. да, через много-много лет это придет к печальным последствиям. Ну и последний, наверное, вопрос я вам задам. Но все-таки смотрите, если они какую-то часть населенных пунктов из этого перечня убирают, лишают их статуса, а какую-то, да, ну, большую достаточно часть еще и оставляют. Это получается, что там ситуация еще хуже, даже вот их данные это показывают. Вы имеете в виду те районы, на которых ограничения еще остаются, да? Да, То есть да. назовем их так, радиационные анклавы. Эти анклавы оставлены потому, что там степень накопления изотопов оказалась столь запредельной, то есть это многократно превышающей все допустимые физиологические пределы, что эту активность ее технически невозможно спрятать даже самым радикальным искажением цифр отчета. Это с одной стороны. А с другой стороны, поддержание вот этого микроскопического фасада, оно требуется Лукашенко для, в качестве такой показательной отчетности для предоставления, например, в МАГАТЭ. То есть это иллюстрация того, что некий остаточный международный контроль у нас еще существует. А, соответственно, взаимодействие с МАГАТЭ надо, потому что есть полуживая БелАЭС, и вот на кону радиационный могильник, этот несчастный, как бы проклятый могильник, который до сих пор еще не выбрали площадку. Им нужна легализация для своего ядерного безумства, им нужна международная легализация. Именно вот для этой международной легализации, на мой взгляд, оставляются такие анклавы радиационного загрязнения. Ну, еще, наверное, это можно использовать им как аргумент в пользу, собственно, их исследований по тем территориям, которые они исключили. Они могут сказать, что ну мы же не все территории исключили, значит, вот исключили Мгм. те, которые действительно, собственно говоря, чтобы люди поверили в объективность их данных. Да. Спасибо большое, Да, Сергей, за то, что вот спасибо вам. разъяснили тему. Да, спасибо.